Уважаемые коллеги, значит, в регламент укладываемся. Спасибо всем организаторам ТПП и коллегам о том, что поддержали нашу инициативу, скажем, совместную. И вот просто я напомню, уже название было 22 июля. Совет по стратегическому развитию над проектом состоялся в Огарево. И затем на форуме 20 июля, форуме ОСИ, Владимир Путин, призвал подумать над тем, как поднять престиж инженерной профессии. При этом президент отметил, что в советские годы несправедливо произошла полная девальвация звания инженера. Но мы как раз у нас в республике Высший инженерный совет в целом согласен, но считаем, что в любом правиле есть исключения. И мы обратились к руководству республики, и в принципе, они согласились, что вот эта девальвация звания инженера, мы из своей практики с 2012 года уже знаем, почувствовали на себе в полной мере на всех уровнях, кроме республиканского. И поэтому предложили, чтобы в части предложения президента страны по поднятию престижа инженера провести в середине ноября съезд инженеров с рабочим девизом «Полюс холода. Консолидация инженеров». И на наше обращение на имя председателя правительства он поручил возглавить оргкомитет по подготовке и проведению этого съезда первому заместителю председателя правительства Якутии Бычкову Кириллу Евгеньевичу. То есть поэтому мы и уверены, что Кирилл Евгеньевич на этом совещании, которое мы предлагаем, примет участие, потому что одно из основных мероприятий этот съезд. И основная задача на этом съезде как раз поручение Владимира Владимировича Путина по республике реализовать. И еще, в качестве, после этого, сейчас все очень быстро развивается. Буквально в конце августа на форуме Инопром в Новосибирске зампред Чернышенко объявил, что к декабрю появится новый институт заместителя руководителя по научно-технологическому развитию. То есть получается, что то, что у нас Высший инженерный совет работал, действовал, надеемся, что будет востребовано именно при этом институте. Мы даже предлагаем этот институт в возможной форме развивать на муниципальный уровень, естественно, не научно-технологический, а, скажем, инновационный или технологический, в зависимости от того. Но мы как раз берем специфику для регионального уровня. Новосибирск, там, понятно, наука очень серьезная, но у нас еще в советское время проводились испытания самой различной техники. И считаем, что эта практика, опыт, который у наших специалистов, производственников, у инженеров и у науки есть, он как раз будет востребован в рамках, именно в части, которая у нас в схеме 2020 было указано, что в разделе развития наукоемких бизнес-услуг там было сказано, что необходимо позднесоветскую практику экспериментальной проверки техники в Якутии необходимо возродить. На этом мы тоже акцент делаем. И из-за того, что у нас объективно с фундаментальной наукой, естественно, не так сильно, как в Новосибирске, но опыт испытаний и наши экстремальные условия эксплуатации эталонной морозильной камеры планеты, она, думаю, будет востребована на мировом уровне. Так и косвенно этому подтверждению в прошлом году на форуме армии мы как раз эту тему обсуждали, и получилось, что там ТПП представлял проектные мероприятия о том, как достижение оборонки для гражданской применения, а у нас может, извиняюсь, парадокс обратной ситуации. Оборонка нуждается в нашем опыте с эксплуатацией и совершенствованием техники в экстремальных условиях. Такие подходы. И это, я уже перехожу ко второй части своего выступления.
Да, давайте я тогда расскажу, о чем вы будете рассказывать во второй части своего выступления. Значит, Александр Николаевич будет говорить сейчас о круглом столе «Социальный транспорт для сложных климатических условий ГЧП по развитию инфраструктуры, экспертиз, испытаний технических средств в регионах». Проект «Практический автобус». Значит, это мероприятие, которое планируется 23 сентября в Москве в экспоцентре на Красной Пресне в рамках автобусного салона «Сити-Бас 2022. Российская неделя общественного транспорта». Александр Николаевич, пожалуйста. Вот, Марина Аликовна, видимо, уже говорила, что эта тема, значит, в республике очень актуальна. Значит, объективные условия – это огромные расстояния, малонаселенность, и здесь транспорт имеет ключевую роль. И этой темой ТПП, соответственно, мы занимаемся, скажем, давно. Помню, еще в 2011 году по инициативе президента ТПП Владимира Михайловича Членова и поддержки Министерства транспорта прошла очень серьезная межрегиональная конференция по вездеходной тематике. Потом мы ее дальше, и с тех пор мы эту тему развиваем. И вот совсем недавно в 2019 году в рамках Сити-Бас мы провели аналогичный круглый стол. Потом в марте этого года в рамках 7-го съезда ТПП федерального тоже произошло мероприятие, и там как раз были рекомендации по автобусам в экстремальных условиях полноприводных. То есть суть нашего этого мероприятия, если вы посмотрели там анонс, который мы рассылали, значит, вездеходная техника в Арктике, она в первую очередь, мы акцент делаем не на то, что обычно привыкли, чтобы помочь недропользователям эффективно добывать полезные ископаемые. Мы делаем акцент на то, чтобы обеспечить прорывной рост обеспечения конституционного права местного населения, малочисленного, коренного, по конституционному праву транспортной доступности. То есть объективно повышать качество на севере, в Арктике, именно в экстремальных условиях, малочисленных населениях, и не только за счет авиации. Именно за счет, посмотрите, наземный колесный транспорт. И вот по этой теме мы уже и в прошлом году совместно с ЦПП, с Технопарком в рамках Северного форума провели соответствующие вездеходные условия деградации многолетней мерзлоты конференции вывода. И хочу подчеркнуть, что в этом году мы тоже вот этот круглый стол проводим, как сайт-инвент, параллельно или дополнительное мероприятие Северного форума, который начнется 29-30, будет мы чуть раньше проводим. А это значит, что наши рекомендации, итоги будут включены в общие итоги вот этого авторитетного Северного международного форума. Вот то, что я хотел добавить. И, значит, то, что вот именно тема автобусов, вездеходных или на болотоходах и так далее, она может стать наиболее, скажем, актуальной, социально значимой частью решения транспортных проблем в Арктике в экстремально холодных условиях. Вот программы, которые не только по транспорту, но и в целом по технике экстремально холодного климата, может быть, в первую очередь пилотной и наиболее социально значимой. И поэтому я что хотел? Всех участников нынешнего, сегодняшнего мероприятия еще раз приглашаю по возможности принять участие 23-го. На сайте там все есть условия. Мы сейчас как раз то, что здесь обсудим, можем еще успеть коррективы в эту повестку на 23 число внести. Спасибо.